Закон должен работать всем одинаково. Марат Казакбаев умер, а другие коррупционеры сейчас свободно гуляют. У нас в Кыргызстане свобода стоит $5000. Зачем нам Курултай нужен, когда есть парламент? Парламент будет нотариальной конторой. Какая-то лояльность с вашей стороны была к нему? Была, да. Когда он был в заключении, мы постоянно связывались по телефону. Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Рита Мукалаева. У нас сегодня в студии политик Жеңиш Молдухматов. Добрый день. Добрый день. 4 месяца назад по решению суда вам изменили меру пресечения. Конечно же, я должна буду спросить, на каком этапе на сегодняшний день судебные дела в отношении вас? Во-первых, позвольте выразить благодарность за то, что вы пригласили в студию. Я очень рад пообщаться с вами. Да, 2 февраля текущего года мера пресечения была изменена на домашний арест. Сегодня идет судебный процесс, допрашиваются потерпевшие. Но интересный факт то, что 5 октября произошли события, и сегодня нас обвиняют, то есть мы проходим в качестве обвиняемых, и нас обвиняют в том, что мы совершили госпереворот. Понимаете, тогда как президент Садыр Джапаров на встречах с президентами, главами государств, и с Путиным, и с другими лицами громко заявляет, что это была революция. И другой факт того, что мы проходим в качестве обвиняемых, а сторона потерпевших, вы знаете кто? Само государство. То есть в процессе допроса, недавно допрашивали представителей МВД, они требуют, чтобы мы им восстановили все те оружия и те боеприпасы, которые они потратили 5 октября. То есть МВД 5 октября на 6 октября потратило более 8000 патронов, более 4500 газовых, шумовые гранаты и 1500 газовые гранаты. И они требуют, чтобы мы восстановили все, что было потрачено. Это же абсурд. Вы попросили вызвать в качестве свидетеля Алмакадыра Бишиналиева. Не только его. Почему я о нем? Потому что сейчас он находится тоже в местах заключения. Он в интервью каналу «Новые лица» заявил о том, что обвиняя вас, то есть предъявляя вам обвинение, тогда должны были предъявить и обвинение действующей власти. И отталкиваясь от сказанного им, вы попросили пригласить его в качестве свидетеля. Это требование закона, потому что он дал открытые показания и заявил это на всю общественность, то, что революцию совершил сам Садыр Джапаров, сидя в тюрьме. Он же сказал, что с ним связывались по телефону, у него были WhatsApp-группы, и Садыр Джапаров сам давал указания, куда как собраться и где как захватывать, понимаете? И, конечно, закон требует того, что если кто-то признается в чем-то, то его должны допрашивать. Да, мы ходатайствовали, но, к сожалению, наше ни одно ходатайство не проходит в суде. Это по понятным причинам, потому что идет давление сверху на судей. Это то, что касается Алмакадыра Бишиналиева. Но помимо него также есть ходатайство наших адвокатов, чтобы вызвали на допрос в качестве свидетелей бывших руководителей страны Сооронбая Жээнбекова, Буронова, силовиков Опумбаева в лице Кашкара Жунушалиева, и также тех лиц, которые сейчас на сегодня занимают высокие должностные позиции. Темирбек Асамбеков, он недавно уволился же, его сняли, Максат Мамадханов, Саймак Джапикеев и так далее. То есть люди, которые реально захватывали госучреждения. Но, к сожалению, мы не можем ничего добиться. В одном из своих интервью вы сказали следующее. Мы забываем одно. Оппозиция не является врагом для власти.
оппозиция – это те, кто имеет альтернативные взгляды на развитие страны. Открыто критикуют власть за неправильные дела, пытаясь наставить на правильный путь. Правильно, совершенно верно. Я это говорил и сейчас говорю. И на всех своих выступлениях, в том числе и в судебных процессах, я говорил и буду говорить, что оппозиция, она нужна. Оппозиция, она нужна. Оппозиция – это, как Садыр Джапаров любит выражаться, эль душмандары. Мы же все знаем, все слышим. Но это же неправильно. Это глава государства, это президент, он гарант Конституции, он должен защищать права всех граждан, независимо, кем бы он ни являлся. В оппозиции, не в оппозиции, понимаете? Оппозиция нужна для того, чтобы регулировать деятельность правительства и власти. Если они неправильные, незаконные делают какие-то вещи, мы должны открыто заявлять, что это неправильно, это правильно. Понимаете? Вот, к примеру, передача водохранилища Кемпироват Ташкенту. Это разве правильно было? Нет. Меня посадили именно по этой причине. То, что я ездил в Карасуйский, Узгенский районы, поднимал народ, и мы возмущенно стояли на том позиции, что нельзя передавать Кемпироват. Вы представляете, Кемпироват – такое водохранилище, которое занимает площадь 5731 гектаров, площадь Чуйской области. И также мы выступали против Конституции, так называемой, да? Мы еще 2 года назад говорили, что если мы примем новую редакцию Конституции, то мы можем потерять государство, потому что она приведет к такому хаосу, который мы сейчас видим. Но, к сожалению, власти не умеют слышать, и они не слушают. Насколько вам сейчас, после того, как вы вышли из заключения, продолжать отстаивать свои взгляды? Это возможно сейчас, вот с нынешней позиции? Это возможно, но очень тяжело. Я более того скажу, что сегодня находиться в оппозиции не просто тяжело, но и опасно. Потому что буквально сегодня мы были на похоронах Марата Казакпаева. Это видный политолог, который был в заключении в СИЗО ГКНБ и буквально недавно умер от болезней. Он не умер, Марата Казакпаева убили. Марат Казакпаев является первым политзаключенным, который потерял жизнь в заключении. Вы же знаете, что при Бакиеве было убито более 15 человек, да? А Марат Казакпаев – это жертва нынешнего режима. И находиться в оппозиции очень тяжело. Когда у вас шла предвыборная кампания, у вас было очень много единомышленников, довольно-таки известных публичных людей. После того, как вы покинули места заключения, сейчас кто ваши единомышленники? Кто-то рядом с вами остался? Мои единомышленники, они все есть, они остались. А если вы имеете в виду тех людей, которые шли со мной на выборы в 2020 году, это не единомышленники, это люди, которые шли за мандаты. Это люди, которые имели интересы. Понимаете? А те люди, которые поддерживали, они есть ныне, они рядом. И, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем тем людям, которые поддерживали меня и будут поддерживать. Вот. Но, к сожалению, да, есть люди, которых мы потеряли. То есть бывают же такие хорошие моменты, когда к тебе приходят, хвалят. Когда ты на коне. Когда ты на коне, да. И самое опасное, я вот понял, что самые опасные люди – это люди, которые тебя хвалят. Потому что у них, значит, они чего-то хотят от тебя. Понимаете? Вот. Но я рад к тому, что увидел истинные лица тех людей, которых рядом нету. И им всем желаю добра, счастья. Эмирбек Текебаев, когда вас задержали, он высказался довольно-таки жестко. Он считал, что это обвинение носит политический характер, и он оказывал вам всяческую поддержку. На сегодняшний день у вас есть какие-то отношения с Эмирбеком Текебаевым? Ведь он сейчас посол нашей страны в Германии. Да.
Текебаев Эмре Ишкешевич — это первый политик, политический лидер, который вышел с поддержкой. Вот. У меня есть отношения, хорошие отношения. Я почему о Эмирбеке Текебаеве спросила, потому что все-таки он получил государственную должность. Я рад за него. Знаете, я скажу, Он что... не изменил свои взгляды на ваши отношения после этого? Нет, нет. Вот. И в том числе и я не изменил. 30 лет он был в оппозиции. Понимаете? Вот. Столько законов написал, столько всего сделал для государства. И после всего этого взять и отвернуться от человека, который взял государственную должность, да это еще и посольство, и я рад за него. Вот. И я желаю ему всего-всего наилучшего. Потому что человек уже больше 60 лет. Вот. Мы должны, молодежь, мы должны, знаете, перенять все лучшее, что у них есть. У Мадумара, у Текебаева. Вот. И они люди опытные. Я их называю академиками политики кыргызской. Из стран Центральной Азии в глобальном рейтинге свободы слова Кыргызстан занимает 79 место. При этом Казахстан 155, Узбекистан 157, Таджикистан 162 и Туркменистан 178 место. Ну вот если оттолкнуться от этой статистики, у нас вроде бы не так уж и плохо со свободой слова. Или вы с этим не согласны? Я не согласен. Аргументируйте. Я не знаю, у вас, может, данные старые. Я не согласен, потому что посмотрите на болото Темирова, вот, на которого было возбуждено такое позорное уголовное дело. Next TV. Нет, мы не на первом месте, мы на 79-м. Я знаю, но тем не менее, там же идет сравнение с Казахстаном и с другими странами, да? Вот, посмотрите на директора Next TV, который сидит уже 3-й месяц, по-моему. Сидит за что? За то, что они написали в Телеграме, в Телеграм-группе, но это же не относится к медиа, это же социальная медиа. И за это сажать человека в тюрьму, ну это нелепо. Вот. Нас всех посадили именно за то, что мы высказывались. Вот. Те, кто высказывается против Садыра Джапарова и Хамчевека Ташиева, либо на них возбуждают уголовные дела, либо они сидят в тюрьмах. Разве это свобода? Нет. Поэтому я думаю, что это неправильные данные. Недавно было выступление Ташиева в парламенте. Ну разве так можно? Депутат имеет императивный мандат. Императивный мандат от слова император, понимаете? Неприкосновенность. У них имеется иммунитет. Они могут говорить все, что нужно. Касающееся законодательства. Правильно, и касающееся не только законодательства, касающееся общества. Да, общества. Да. И как раз Адахан Кемсанбаевич поднимал такие вопросы, которые касались напрямую местных жителей Лиликского района. А тут выходит государственный чиновник и говорит ему, что сломает руку. Как вы думаете, почему у Хамчебека Ташиева была такая реакция? Я не знаю, мне кажется, он думал, наверное, что тем самым он напугает парламент. Но так же нельзя. Закон должен работать всем одинаково, а не выборочно. Понимаете? Вот меня закрыли, а другого освободили. Вот Телекмат Куренов, который написал пост на Фейсбуке, его закрыли, он сейчас в заключении в 27-й колонии. А сына Дашкова и Дашкова оправдали. Ну разве так можно? Закон работает всем одинаково, нет? А почему это происходит, как вы думаете? Интересы. Интересы. Когда Конституцию писали, это был апрель 2021 года, как раз мы открыли Центр против Конституции, выступали против новой редакции. И мы тогда открыто заявляли, что там заложена мина, огромная мина, которая в будущем скажется. Какая она была мина? Она была в том, что Конституция не должна работать на одно лицо или на группу лиц. Понимаете? И как раз-то команда Джапарова написали в Конституции четко, что Конституция должна работать во благо государства и народа кыргызского, да, а не на определенную группу людей. А Конституция работает сейчас на кого? Мы же видим, на кого работает. Марат Казакбаев умер,
а другие коррупционеры сейчас свободно гуляют, так же нельзя. Если в другой стране, в любой другой стране, которая уважает себя, не дай бог, произойдет такая трагедия, то в первую очередь подаст сам в отставку то лицо, которое отвечает за эту область. В данном случае глава ГКНБ должен был подать в отставку, понимаете? Потому что Марат Казакбаев умирает именно там. Поэтому закон не работает на всех равно. Вот я сам сидел в тюрьме, там вот только в СИЗО-1, это называется учреждение 21, более 1000 человек находится. Из них больше половины, я вам вот уверенно говорю, больше половины сидят не за что. Именно в процессе следствия им на голову одевают пакеты, выбивают нужные показания следователи и судят их. Они сидят в СИЗО в ожидании судебного процесса. Процессы не проходят, потому что прокуроры и судьи требуют $5000. У нас в Кыргызстане свобода стоит $5000. Вы знали об этом? Я слышу это от Вот. вас. Вот человек, который сидел, и С человек, вами который... то же самое происходило? Нет, у меня политическое же. Человек, который сидел, который видел и встречался с людьми, я знаю это. Свобода простого гражданина Кыргызстана стоит $5000. Нету $5000, получай срок. Нельзя содержать подследственных и обвиняемых больше года в изоляторе. С таким заявлением выступил депутат Саид Атамбаев. Я скажу, что непростое заявление Саида Атамбаева, это буква закона. Это новый кодекс, уголовный кодекс, который был принят в январе 2021 года. Там что сказано, что больше года обвиняемый или подозреваемый не должен находиться, не должен содержаться в СИЗО. Во временном изоляторе. Да. Но то, что касается Марата Казакбаева, согласно врачебному консилиуму и согласно постановлению правительства от 20 июня 2018 года, о постановлении об утверждении перечня тяжелых заболеваний, которые не позволяют содержаться подозреваемым обвиняемым в заключении, он должен был уже быть дома. То есть он в этом списке? Он в этом списке. И также Фарид Ниязов, который сейчас находится в СИЗО, он тоже входит в список. Но, к сожалению, их держат. Мелис Аспеков. Вы тоже имели проблемы со здоровьем, да? Нет, Когда у меня не было находились? проблем Нет, со да? здоровьем. Да, нет, Но у меня была вы были в профилактика. частной клинике Бекарт, когда вас отвозили. Да, Это было обследование или? Это было обследование. Тюрьма это есть тюрьма. Все-таки сказывается на здоровье, но у меня не было никакой операции, трудностей, сложностей со здоровьем. Это была профилактическая такая работа. Что ждет нашу страну? Если все будет так продолжаться, как идет сейчас, то мы можем потерять страну. Потому что 2 года назад я говорил, то есть мы говорили, что чтобы начать реформы, надо начинать с кадров. Понимаете? И чтобы начать реформы, нужно оперативно работать и начинать уже реформы. Но, к сожалению, мы видим то, что видим сейчас. Вот. И я думаю, что если все так будет продолжаться, через год будет очередная революция. Я не призываю, я предсказываю. Я думаю, я предполагаю, да, что будет очередная революция. Или я скажу волнение народа. Потому что выйдите на улицу. Вот, я бы посоветовал бы чиновникам и депутатам, и тем лицам, которые решают судьбу людей, им просто выйти к людям и пообщаться с ними, увидеть, как они живут, как им трудно и тяжело. Скажите, пожалуйста, вы очень долгое время тоже были мигрантом. То есть вы учились за рубежом, Да. вы получали образование. Вот сегодня
Говоря о внутренней миграции, о внешней миграции, что вы можете сказать? У нас растет поколение детей, которые выросли без родителей. Родители вынуждены зарабатывать на жизнь. Об этом что вы думаете? 3 года назад, я помню это точно, 3 года назад я был в Москве, как раз мы встречались с мигрантами. Я тогда говорил, что это национальная трагедия. Национальная трагедия то, что наши детишки остаются в стране, имея родителей, фактически являются сиротами. Понимаете, из 6,5 миллионов кыргызстанцев более миллиона, 1/5 часть, уехали на заработки. 90%, ну, примерно, находятся в России. То, что они переводят, то есть переводы мигрантов, составляет 34-35% от ВВП Кыргызстана. Понимаете, это большой вклад в экономику. Но в то же время мы получаем и получим в будущем такие проблемы: генофонд, демография. Человеческие ресурсы, то есть Да? наши дети, Да. поколение. Из более миллиона людей, которые уехали на заработки, вы знаете, кто это? Вот мы тогда анализировали, я постоянно стараюсь читать аналитические статьи. Это экономически активное население Кыргызстана. От 24 до 49 лет. Это люди, которые должны работать, трудиться в стране. Они сейчас трудятся на чужбине и поднимают экономику других стран. Вот мы хвалимся же, что от мигрантов за рубежом мы получаем $2,5 миллиарда, да? Это составляет более 30% ВВП Кыргызстана. Вот они держат нашу экономику, да? Но в то же время 90% от перечисленных денег мигрантов – это мигранты России. Те же мигранты, которые трудятся в России, они зарабатывают для России более 30 миллиардов долларов. Вот где разница. Вот, поэтому я считаю, что это национальная трагедия. Я вот помню встречу Садыра Джапарова в начале 2021 года с мигрантами. Это была его первая официальная поездка в Россию в качестве президента уже избранного. Вот тогда он обещал мигрантам, что поможет в течение 3-4 лет вернуть всех мигрантов в Кыргызстан. Мы получили обратную картину. Мы получаем больше оттока, чем притока, понимаете? Ежемесячно, только из подсчета авиабилетов мы теряем более 20 тысяч наших кыргызстанцев. То есть они уезжают. И те мигранты, которые находятся и трудятся в России, больше половины уже получили гражданство российское. Это уже граждане России, Это уже граждане которые работают России. во благо России. Да, да. Вот теперь попробуйте их вернуть. Поэтому популистические такие высказывания наших лидеров очень опасны. Я скажу, что президент – это не просто глава государства, да, или гарант Конституции, это лидер. А лидер должен обладать 2 качествами. Это давать направление своему народу и поднимать дух. Мы столько президентов увидели, да, которые высказываются по отношению к своему народу, такие действия проводят, что, мол, называют тех, которые выступают против, там, эль-душмандары, бузукулар, понимаете? Ну, как минимум неэтично и некультурно, не красит президента. Когда говорят о присутствии родственников в управленческом аппарате, в Джогурку Кеңеше, у нас, конечно же, это воспринимают отрицательно. Но ведь возьмем, например, тоже Европу, да, есть же в Сенате, где сидят, например, там был его отец, потом сын, то есть преемственность, потомственные сенаторы.
Мы к этому, наверное, будем идти еще очень долго, потому что мы думаем немножко иначе, Восток дело тонкое. Но как вы думаете, может ли, например, ну тот же, например, Исхак Масалиев, да? То есть прекрасный сын своего отца. Вот эта вот преемственность, она может быть у нас в стране принята и сослужить службу своему народу, то есть вот использовать вот эту родственную связь во благо, или у нас не получится это? Получится. Можно. То, что касается вашего примера сенаторов, я скажу, что во Франции двухпалатный парламент, и как раз и сенаторы избираются по принципу феодальной системы, да, то есть отец был сенатором, его сын должен быть сенатором, понимаете? Их избирают то есть как раз преемственность. как раз и по этому качеству. А то, что касается нас, к сожалению, когда наши родственники, то есть родственники наших президентов или лидеров государства вмешиваются, они начинают все тянуть и все забирать к себе. То есть идет процесс отжима, отбора. Вот. Поэтому мы должны поэтапно, потихонечку переходить. Правильный пример перевели сына великого нашего политического общественного деятеля Абсамата Масалиевича, Исхака Абсаматовича. Вот. Он, если не ошибаюсь, 4-й созыв сидит в парламенте. Да, хороший депутат. Вот такие люди должны приходить. Вот я сейчас знаю сына одного тоже великого, успешного, известного нашего политика, общественного деятеля, первого премьер-министра Кыргызстана Насирдина Исанова. Его сын тоже занимается политикой. Вот. Внук Турдахуна Субалиевича является депутатом городского кеңеша. То есть потихонечку они идут. Но дай Бог, чтобы они были такими же великими отцами, людьми, как их деды и отцы. Что вы думаете о нашем нынешнем Джорджкеңеше? Куда вот вы не смогли попасть работать? Я не то, что не смог попасть, меня не допустили, потому что я был в тюрьме, вот, и я даже не мог проголосовать на выборах, потому что ко мне зашли в камеру в день голосования, то есть за один день до голосования, сказали, что паспорт был утерян. Я удивленно спрашиваю, а где паспорт? Паспорт должен находиться в деле. Они говорят, вот не знаю, мол, утерян паспорт. Вот так и я не смог даже проголосовать, не то что участвовать на выборах. То, что касается парламента, мы еще 2 года назад говорили, что приняв новую конституцию, мы потеряем все. У нас будет только один человек, только он будет решать, а все, что вокруг, будет его такими инструментами, да, для ведения его власти. Это очень опасно. Вот мы говорили, что приняв новую конституцию, мы потеряем парламент. Парламент будет нотариальной конторой. Оно есть. Почему? Потому что есть, я просто назову 2 причины. Законодательную инициативу отдали 7 субъектам по Конституции. Это был нонсенс. Генеральному прокурору, Верховному судье, президент, председатель Кабинета министров, да, народная инициатива имеется, вот, и Курултай. Зачем нам Курултай нужен, когда есть парламент? Да ради Бога, назовите парламент уже Курултаем, чтобы больше не поднимался вопрос Курултая. Вот. Это первая причина. Вторая причина. Сама повестка парламента находится в руках у президента. Президент сам решает, какие вопросы поднимать, какие законы вытаскивать и что лоббировать. Вот так и происходит же. Поэтому, к сожалению, парламент 7-го созыва является частной лавочкой, нотариальной конторой Садыра Джапарова. Было сокращено количество депутатов от 120 до 90. Мы говорили, что это неправильно. Почему? Нас за это критиковали. Инициаторы Конституции в то время утверждали, что вот, мол, 120 депутатов много, и мы очень много денег тратим на парламент, на содержание самих депутатов. Да? Но это же неправда.
Мы сегодня теряем больше денег, поддерживая аппарат президента. В руках у президента на сегодня, по утверждению парламента, находится фонд президента, который составляет 2 миллиарда 800 миллионов сомов. Тогда как парламент, бюджет парламента составляет всего 800 миллионов сомов. Понимаете? Почему мы были против того, чтобы сократили количество депутатов? А вы попробуйте провести вопрос Кумтора, получить большинство голосов, если там будет 120 депутатов. Это же 81. Очень тяжело собрать большинство. Понимаете? Или же тот же стратегический вопрос касаемо Камбарат-1, ГЭС, или водохранилищ, водных ресурсов, там, Уртатокой, Кемпироват, да? Как Эдиль Байсалов правильно говорил, им нужно собрать всего 60 депутатов, вот тебе и готовый документ. Понимаете? Вот поэтому То есть вы считаете, что Диор Кенеш, где меньшее количество депутатов, более управляем? Более управляем, и нету плюрализма, и нету ни одного обсуждения. Очень легко протаскивать законы, решения. И более лоббировать того, свои интересы, вы считаете? Да, личные интересы. Вопрос казино был закрыт пятым созывом, поднимается 7-м. Я уверен, что они поддержат. Вопрос Кумтора проводят за закрытыми дверями. Никто не знает, что там происходит. Да, завтра 64 депутата соберутся, проголосуют Кумтор, решится. И непонятно, каким образом. Понимаете? Поэтому мы говорили, что это неправильно. Надо оставить 120 депутатов, чтобы было тяжело лоббировать личные интересы, чтобы было обсуждение и был плюрализм в парламенте. Но ведь когда депутат был, как вы говорите, вот 120 депутатов, при том же Аскаре Акаеве, при Бакиеве, то есть какие-то определенные законы, даже при таком количестве депутатов лоббировались и вопреки, скажем так, мнению народа, было же и такое. Было такое, но смотрите… Так что, может быть, от количества ничего и не зависит депутатов? От количества… При Акаеве было у нас несколько созывов парламента, там были одномандатные, двухпалатные. При Бакиеве вот мы получили первый парламент по партийным спискам, когда Акджол пришел в парламент. Да? Два момента мы должны учитывать при избрании депутатов. И при написании Конституции два момента мы должны учитывать. Это очень важные моменты. Первое – это количество депутатов. Второе – это выборы. То есть как люди должны избирать депутатов. Вот по нынешней Конституции сделали, что количество 90 депутатов, а конституционным законом приняли решение, что 35 должны быть избраны одномандатными округами, да, а остальные по партийным спискам. Зачем? Я логику не вижу. Когда Нурлан Шакиев избирается одномандатным округом, да, и приходя в парламент, он становится лидером фракции Атаджурт. Люди-то, избиратели избирали не Атаджурт, а Нурлана Шакиева. Понимаете? Или те депутаты, которые пришли от одномандатного округа, да, и входят в те или иные фракции парламентские. Я логику не вижу. А вы задавали им вопросы, почему это происходит? Нет, у меня не было возможности. И я не хочу задавать. Не хочу задавать. Это лишняя их позиция и лишнее их мнение. Вам на сегодняшний день 39. Да. У вас прекрасное образование. Вы владеете кыргызским, русским, английским, испанским, турецким. И вот, находясь в заключении, вам не приходила такая мысль? У вас есть прекрасная база, основа для того, чтобы начать другую жизнь, вне политики. Все бросить, сказать, вот выйду отсюда и до свидания, политическая жизнь. Как бы устал и все, да? Здесь я вспоминаю цитаты великих людей. Американский драматург Нил Саймон говорил, что жизнь, она довольно рискованное занятие.
Тот же великий русский писатель Достоевский говорил и писал, что далеко заплывает тот, кто готов рискнуть, а безопасная лодка не отходит далеко от берега. Или же мне нравится другая цитата тоже одного из величайших людей, британского политика Уинстона Черчилля. Да? Надо всегда лезть в горячую воду, тогда останешься чистым. Я люблю рисковать. Политика – это образ моей жизни. Я почему вначале сказал, что политика – это для меня это служение своему государству, народу. Будь у меня мандат, не будет мандата, попаду я туда, не попаду я туда. Вот. Это вопрос времени, конечно. Это риски. Порой бывают такие моменты, что устаешь от всего, да? Вот, особенно находясь в оппозиции, когда на тебя давят со всех сторон, когда за тобой ходят, вот, и когда открывают такие непонятные уголовные дела на твоих близких и начинают даже в наше время искать что-то в твоей постели, ну, кыргызская политика упала до такого уровня. Порой иногда сидишь и думаешь, а мне это нужно, если народ не понимает. Понимаете? Вот когда мы только начинали оппозиционную деятельность в конце 2020 года, ведь многие меня критиковали, говорили, вот ты выступаешь против надежды нации, ты выступаешь против того человека, который вытащит нас. Вы изначально были, вот, скажем так, против кандидатуры Садыра Джапарова? Да. Ведь были же какие-то моменты, когда все-таки какая-то Изначально. лояльность с вашей стороны была к нему? Была, да. Когда он был в заключении, мы постоянно связывались по телефону, у него был телефон, вот. Мы общались, у нас были хорошие отношения, но после того, как он вышел, вот, начались такие непонятные события происходить, да. Потом он собрал тех людей, которые окружали и других президентов, да. Вот, и когда он начал инициировать концепцию новой конституции, вот, и я понял, что нам не по пути. Я сразу сказал, что приняв новую конституцию, мы приведем государство к хаосу, банкротству, понимаете? Вот. То, что мы видим. Знаете, есть такая очередная цитата древнекитайского философа Лао Цзы, который еще жил в VI-V веках, да, до нашей эры. Он говорил, что лучший правитель тот, о котором люди знают лишь то, что он есть. Несколько хуже правители, те правители, которые требуют от народа, чтобы их любили и возвышали. Еще хуже правители, те, которых боится народ. Но хуже всех те, кого презирают. Другая цитата того же Лао Цзы. Кто много обещает, тому нету доверия. Последние 2 года, вот скажите мне, пожалуйста, мы слышим одни обещания, но реальной работы нету. Давайте я посчитаю. Кумтор. Вопрос Кумтора. Открытый? Да. Непонятный? Да. Акции отдали? Да. Отказались от всего экологического ущерба, который составляет более 3 миллиардов долларов? Да. Отозвали советы директоров наших? Да. То есть фактически мы отказываемся от дивидендов, которые должны получать в будущем. Да? Вопрос всех недр, в особенности золота. Мы получили то, что он обещал? Нет. Ну что он обещал? Он обещал вернуть долю кыргызского народа. Я цитирую его слова. Он обещал вернуть долю кыргызского народа в тех местах, где работают турецкие, китайские, российские, другие компании, такие как в Чаткале, в Алае, в Нарыне.
Но они-то продолжают работать так же, как и работали раньше. Экономика. Стагнация, да. Экономика полностью стала. Вот недавно сам президент озвучил такие цифры, что я был в шоке. Он же сказал, буквально недавно он заявил, там информагентство Хабар, по-моему, было, он заявил, что с начала 2021 года по сегодняшний день мы получили 84 миллиона долларов кредит. Но это же обман, это же манипуляция. По официальным данным, согласно тем соглашениям, которые были подписаны и прошли ратификацию в парламенте, с начала 2021 года по сегодняшний день мы получили 758 миллионов долларов. Из них 460 миллионов – это кредитные средства, а 290 миллионов – это грант. Но не 84 миллионов долларов. Или то, что касается бюджета, да? Приведя Ахылбека Джапарова и назначив его председателем кабинета министров, в парламенте выступая, он же обещал, что, мол, в 2021 году бюджет поднимут до 300 миллиардов, а в 2022 до 400 миллиардов. Это же очередная манипуляция, это же обман. Единственный один депутат открыто высказался и сказал, что это неправильно, что это обман, это был Аллах Харашев. Что вообще вот вы прогнозируете о себе самом? Да, к сожалению, в какой-то степени я завишу от того, что от решения суда, потому что меня могут в любой момент обратно вернуть, закрыть. Я-то нахожусь под домашним арестом. Вот. За любые мои высказывания, за любое мое эфирное время меня могут закрыть. Вот. Потому что я являюсь неугодным, я являюсь оппонентом. И вот. А то, что касается ближайшего будущего, я занимаюсь не ради себя, уверяю вас. Мы боремся за свободу. Как бы банально ни звучало, кто бы как ни подумал, то есть мы боремся за свободу нашего народа. Не должно быть так, чтобы закрыли рты всем. Мы боремся за то, чтобы было справедливо у нас в Кыргызстане. Мы боремся за то, чтобы было все законно, и чтобы законы работали всем. Ну, на этой ноте мы завершим нашу беседу. Спасибо.